В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Анализ экономической ситуации, основные вызовы и стратегические приоритеты. Глава республики А.С.Н. Николаев огласил послание Государственному собранию ЛТУМЭ. Подведены итоги ликвидации последствий летнего дождевого паводка в Аймаконском районе и приняты строительные объекты. Расскажем подробнее. Более сотни образов Олонхо собраны в книге-альбоме «Мои захватывающие занятия» Валерия Дячковского «Сиен-Харах». Презентация труда состоялась в Горном районе. Итоги уходящего года и ориентиры развития на год грядущий. Глава республики А.С.Н. Николаев огласил послание Государственному собранию ЛТУМЭН. Четкий анализ экономической ситуации, основные вызовы и стратегические приоритеты. Послание объединило основные вехи развития региона. Обо всем по порядку. Петр Васильев. Глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. И, что называется, с места в карьер. Одна из центральных тем послания года грядущего – экономическая ситуация. ВРП превысит прошлогодние показатели. Сохраняется динамика промышленного производства. И, что самое важное, несмотря на санкционное давление и жесткую кредитную политику, бюджет остался сбалансированным. По итогам 2025 года валовый региональный продукт превысит прошлогодний уровень. Положительная динамика промышленного производства остается основным источником дохода. Бюджет республики на предстоящие 3 года формировался в непростых условиях. Я благодарю Государственное собрание ЛТУМЭН и правительство республики за конструктивную работу и достижение общего баланса решений. Послание в первую очередь обозначает ключевые векторы работы для регионального парламента. Своего рода дорожная карта того, как депутаты будут формировать нормативные и управленческие механизмы реализации обозначенных приоритетов. Глава республики еще раз подчеркнул, что все социальные обязательства и публичные обязательства государства в отношении людей, они будут полностью выполнены, несмотря на это сложнейшее время. Под особым вниманием сфера ЖКХ. По поручению главы региона правительство рассмотрит возможность перехода на более локальные, близкие к потребителю источники тепла там, где уже есть газ. Это может сделать отопление экономнее и надежнее. Мы должны ситуацию жилищно-коммунальным комплексом не просто поддерживать, удерживать, но трансформировать, потому что в новых реалиях, конечно, эффективность в целом этой отрасли, она отражается в очень больших арифметических величинах. К слову о расходах, затраты на Арктику приравняют к защищенным статьям бюджета. Все процессы здесь должны быть детально пересмотрены, а экономика вовлеченных предприятий и учреждений должна быть оптимальной и эффективной. Финансирование тех расходов, которые у нас идут на Арктику, а соответственно указа главы Республики Саха-Якутия о развитии арктической зоны, они стали защищенными статьями, и это уже даст нам прежде всего, для жителей Арктики определенную гарантию, что недофинансирования или проблемы с денежными средствами не будет. Безусловно, послание – это еще и планы на будущее. Год грядущий глава региона объявил годом культуры. Для деятелей искусства это своеобразный наказ, чтобы еще больше усилить работу по поддержке традиционных ценностей. Есть такое высказывание: сила духа должна быть извечна. Вот и сила духа делает человека хорошо работающим, хорошо думающим, смотрящим вперед. Вот поэтому год культуры как раз-то будет работать на эту стезю. 26-й год под знаком культуры – явление закономерное. Ведь именно культура во все времена скрепляла народ, воспитывала молодежь в духе времени и, самое главное, давала неисчерпаемые силы для новых побед. Петр Васильев, Даяна Федорова, Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Семен Семенов, Якутск. В уходящем году поселения Аймаконского улуса подверглись затоплению. Жители республики горячо откликнулись на возникшие проблемы и помогали, чем могли. И вот теперь, в завершении года, сельчане подводят итоги ликвидации последствий паводка. Подробности у наших коллег. Радостные события произошли в преддверии Нового года в селах Аймакония. Подведены итоги ликвидации последствий летнего дождевого паводка и приняты строительные объекты. Получили ключи от новых квартир семьи, чьи дома были окончательно разрушены стихией. В селе Сардатох принят 1 4-квартирный дом, где 2 квартиры выделены молодым специалистам.
2 четырехквартирных и 2 частных дома приняты в селе Аймикон. Здесь про молодых специалистов тоже не забыли. У нас на днях по ликвидации паводка 2025 года велись 2 индивидуальных жилых дома, 3 четырехквартирки, Аймикон и Ортобалаган. И открытие было ремонта мостового перехода Сарм Аймиконской в селе Аймикон. Этот мост соединяет 2 половины села Аймикон. Настроение у всех, скажем, хорошее, все довольны, уложились в срок, все дома хорошего качества. Завершилось строительство школы на 60 мест в селе Ючугей, построенной в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». Торжественное открытие прошло в режиме видеоконференц-связи с участием главы республики. В селе Ючугей распахнет свои двери долгожданная новая современная школа, построенная по программе добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». Добра и победы всем. Спасибо. Проделана огромная работа. Благодаря правительству Республики Саха-Якутия, Дархану Василия Сергеевича Николаева и нашим недропользователям мы открыли эту школу. Эта школа начата давно, с 2018 года. И за долгое время все сообща отработали и получили хорошую школу. Школа светлая, теплая, отвечает всем современным требованиям, благоустроенная, поэтому детям учиться только на хорошие оценки. Финансовая помощь недропользователей района в завершении строительных работ вселяет в сердца аймиконцев надежду на тесное сотрудничество. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Усть-Нера. Нюрбинская ЦРБ ежегодно участвует в создании и тиражировании новой модели организации медицинской помощи. Один из реализуемых проектов в этом году – это совершенствование исследований при хронических гастритах и при повышении онкомаркеров, специфичных к злокачественным образованиям желудка. Цель – повышение доли пациентов, выявляемых на ранних стадиях новообразований в желудке. Текущий показатель выявляемости в Нюрбинском районе составил 40%. Организовали сегодня акцию на выявление хеликобактера пилори в кале и на определение пепсиногена 1 и 2 типа в крови. Мы пригласили больных, состоящих на диспансерном наблюдении у участковых терапевтов города Нюрба и Настягов Нюрбинского района и взяли анализы крови на ифанопепсиноген 1 и 2 типа. В рамках межрегионального совещания по образовательным программам обучения и по оценке качества образования Мегина Кангалас-Кюлус с рабочим визитом посетили эксперты из Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. О встрече расскажут мои коллеги. Центр детского и юношеского технического творчества первым принял делегацию федеральных экспертов. В составе делегации были представители Федеральной службы в сфере образования и науки, Института педагогических измерений, Центра тестирования, руководители органов управления образованием и региональных центров обработки информации Сибирского и Дальневосточного федерального округов, а также руководители и специалисты муниципальных органов образования Республики Саха-Якутия. Мы приехали, чтобы поделиться опытом, рассказать, как у нас, казалось бы, те же самые вопросы рассматриваются, но тем не менее под разными ракурсами. Мы восхищены той системой работы, которая выстроена у вас, выстроена на самобытности, на своих культурных особенностях, но тем не менее по детям видно, что они увлечены в процесс обучения. Встреча выездной комиссии Минобрнауки России – это важное и ответственное событие для любой образовательной организации. В ходе посещения гости познакомились с работой школы, проектами, реализующимися педагогами и учащимся, и самое главное – с организацией и проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов на базе сельских школ. Мы хотели посмотреть опыт работы этого региона, потому что
Мы знаем, что регион по итогам оценки Рособорнадзора занимает один из лидирующих позиций, поэтому, конечно, хотелось воочию увидеть опыт коллег. Конечно, познакомиться с культурой, традицией якутского народа. Делегация посетила майнские школы имени Владимира Ларионова и Филиппа Охлопкова. Такой рабочий визит федеральных экспертов – это значимое событие и высокая оценка важности технического и цифрового творчества в системе современного образования. Зоя Герасимова, Мегина, Кангаласский улус. В доме Олонхо, работающем при Центре духовности Горного Улуса, состоялась презентация книги-альбома «Мои захватывающие занятия» талантливого мастера по корнепластике Валерия Дьячковского «Сейнхарах». Собраны более сотни образов Олонхо. Серия изделий «Манчары летит», посвященная играм Манчары, панорамная композиция «Санитарные собаки в Великой Отечественной войне» и история с фронта книги-альбома вышла тиражом 100 экземпляров объемом 168 страниц. Книга вышла тиражом 100 штук. Верстка, дизайн и печать книги мы работали вместе с типографией имени Гагарина. Фотографии на этом книге-альбоме были представлены нашей землячкой Саргаланой Александровой. В течение месяца она обработала фотографии для этого альбома. Для этого было снято около 200 штук. Амгинский улус присоединился к ежегодной благотворительной акции «Елка добра». В преддверии новогодних праздников наступает важное и волшебное время, когда каждый взрослый может почувствовать себя Дедом Морозом или Снегурочкой и помочь исполнить желания детей. Так, ежегодная республиканская благотворительная акция «Елка добра» в Амгинском улусе стартовала с 1 декабря. В этом году новогодние подарки получат 290 детей. Мы с удовольствием принимаем участие. Это для нас ценно, это для нас в удовольствие. Самое главное – это подарить радость детям, выполняешь роль Деда Мороза. Наша организация подарок сделала 6 детям. Участвовали наши заведующие отделением, наш заместитель руководителя. Все активно приняли участие. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.